Да. Чтобы они принимали решение, пока у народа есть время на раскачку, эти должны концентрированно собраться, сказать вот то. Сегодня Зеленский сказал, прям вот дословно можно процитировать, сейчас скажу, можно и не дословно, но это очень короткая новость была. Зеленский сказал, что вероятность нападения России высока, и государство Украина к этому готово. Сказал он в интервью, по-моему, BBC корреспонденту во время поездки вот на Донбасс. А что ты думаешь по твоим данным? Ну, смотри, тут с моей точки зрения, то, что сейчас происходит на границе, это не подготовка к войне, а это некое действие с открытым финалом. То есть я абсолютно уверен, что даже сейчас, даже в России нет единого плана о том, что будет происходить. Есть объективная потребность, которую для себя видит Путин. Это потребность начать внешний конфликт. Но это не обязательно означает, что они пойдут на Киев. Это даже не означает, что они пойдут на Донбасс. Это может все еще превратиться в блеф. Я очень часто вот на разных конференциях, в том числе было на нескольких конференциях с НАТО, и пытался объяснить, очень сложно объяснить на самом деле западному человеку вот эту логику. Но это логика уличного гопника. Вот уличный гопник видит, вот тут идет какая-то такая потенциальная жертва. А вот сидят пацаны, на фоне которым надо зарисоваться и поставить себе на районе. Он к ней подкатывает и начинает додалбываться. Он при этом очень внимательно смотрит, как она себя поведет. Вот даст ли она слабину или не даст. Вот если она даст слабину, не вопрос. Если она там начнет там мямлить, говорить, хорошо, давай я тебе там, не знаю, одну купюру дам, и ты от меня отстанешь, вот тогда он продолжит агрессию, вот тогда он усилит агрессию. А если ему сразу скажут, я тебе сейчас вскрою здесь, он начнет сказать, а что, брателло, я пошутил в натуре, ну что ты, вот. И очень сложно, да, например, ну, я это доносил до шведов. Шведы очень сложно понимают. Да, но мои шведы, они все, так сказать, из одной разведшколы, как я шучу, из школы переводчиков военных, они дипломаты, там такие, ну, понимающие Россию, да, но в среднем трудно. Но люди, воспитанные в культуре компромисса, вот им сложно понять эту логику. В культуре разумного компромисса, я сейчас им говорю, вот сейчас к нам, банально, на нашу границу подвалил вот этот гопник. Он взял все, он там уже нож достал, в другой руке там разбитая бутылка, он уже максимально грудь напялил, челюсть выпятил. Все зависит от того, как мы отреагируем. Его дальнейшие действия зависят от того, как мы отреагируем. Причем я имею в виду не только Украину, а вообще, в принципе, мир. Коллективный мировой разум. Как я отреагирую, как ты отреагируешь, как Байден отреагирует. Ну, вот в этой троице кто-то один больше имеет значение, по-моему. Наверное, ты это. Страшная сила. Вот, жалко, принц Филипп не должен. Ну да, именно так это и обстоит. То есть нас сейчас пытаются шантажировать. Эффект этого шантажа зависит от того, поддадимся ли мы. И более того, я уверен, что чем агрессивнее мы себя поведем в ответ, тем меньше шансов того, что на самом деле состоится конфликт. Ну, не